Здравствуйте, это вечерняя смена, в студии Ирина Газаева. Мы работаем в прямом эфире. 12 апреля правительство России объявило о приостановке авиасообщений в Турцию и Танзанию на 1,5 месяца. Причина – резкое осложнение ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. При этом свой отпуск на майские праздники многие россияне планируют провести именно на турецких курортах. Какую альтернативу сегодня можем получить все мы этим летом? И есть ли развитие в сфере туризма в Осетии? Говорим с гостями в студии. Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам в студию. Но вообще, насколько мне известно, Северная Осетия вошла в пятерку таких вот рекомендуемых мест, где можно поехать и хорошо отдохнуть. Как вам кажется, на основании чего? Добрый вечер. Республика Северная Осетия Алания всегда пользовалась популярностью среди туристов благодаря нахождению на ее территории огромного количества памятников природы, культуры, архитектуры. Здесь важно отметить тот факт, что в основном львиная доля всех путешествий в Северную Осетию носила характер транзитных. Что это? Это говорит о том, что турист, посещающий Кавказ либо Закавказье, транзитом приезжал через Северную Осетию. Но в 2020 году эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в туриндустрию не только нашей страны, но и мира в целом. И пришлось остаться здесь. Да. И россияне массово начали ездить по регионам. Огромный поток туристов стал разъезжать по регионам страны, знакомясь с культурой, с традицией, с историей регионов, тем самым как-то обогащая свои знания, насыщая себя положительными эмоциями, и так далее. А вот что комитет чем занимается конкретно? Что он делает для того, чтобы продвигать этот турпродукт? Комитет Республики Северная Осетия Алания по туризму, помимо основных своих задач, активно занимается продвижением турпродукта региона. Это и медиапродвижение, уже неоднократно об этом говорилось, это и Яндекс.Продвижение, и SEO-продвижение. В прошлом году мы модернизировали портал «Визит Осетия», на платформу которого, зайдя, турист может всю необходимую информацию для себя взять оттуда, начиная с того, как добраться, куда сходить, что посмотреть, где остановиться, какие виды туризма у нас есть, какие маршруты, и так далее. Даже есть у нас реестр гидов, услугами которых могут воспользоваться туристы. Также, если мы говорим о продвижении турпродукта, то необходимо сказать то, что в прошлом году мы проделали большую работу в этом плане, касаемо, видеоролик показывали на 20 федеральных каналах в 20 регионов нашей страны, и это дало свои результаты. И, наверное, в соцсетях тоже это распространялось Соцсети, активно. да, это вот то, о чем мы говорим, это Яндекс и SEO-продвижение. Мы активно занимаемся продвижением в соцсетях, в сети интернет, в поисковиках. То есть если загуглить, например, отдых в горах, то на одной в пятерке позиций сразу выскакивает Северная Осетия. Плюс мы как работали, так и активно продолжаем работать с известными блогерами, с известными телепередачами. Мы их приглашаем, они, соответственно, далее у себя на страницах либо на телеканалах уже рекомендуют Северную Осетию к посещению. Вот что-то недавно тоже, да, кто-то к нам приезжал, по-моему, программа «Поедем-поедим». «Поедем-поедим», смотрите в субботу на канале НТВ. Это благодаря вам. Комитет по вашему приглашению. Да. Комитет по туризму тоже принял в этом участие. А вот что может предложить Осетия и в ценовой политике? Не бывает ли так? Многие жалуются, даже те, кто сегодня здесь живет и едет отдыхать, говорят, что это очень дорого, и что в той же Турции можно отдохнуть намного дешевле, чем здесь в Осетии. Неоднократно сталкивались с этим вопросом. На самом деле мы даже мониторили эту ситуацию и взяли туроператоров по ценовым категориям, то есть наиболее, так скажем, приемлемый по цене и, естественно, самый высокий потолок. У нас самый, так скажем, дешевый вариант отдыха в Осетии на выходные стоил, если я не ошибаюсь,
без перелета, без трансфера стоил около 3,5–4 тысяч. Это сутки. Это за уикенд. То есть 2 дня, 2-3 Да, дня. при двухместном размещении. Да. То есть, если уже туда вкладывать цену за перелет, за трансфер, за оказание услуг гидов, цена, соответственно, меняется. Но если у нас туристы сейчас в основном все путешествуют Самостоятельно? да. Зашел в интернет на тот же наш портал, зашел, посмотрел, увидел, ты уже знаешь, куда едешь, где что, сколько стоит, и уже намного проще. А вот в эти 3000 что входит? Ну, это же не, это ж только, наверное, проживание. Ну, правильно? проживание и завтрак, соответственно. Тогда я предлагаю сейчас послушать, у нас есть небольшой опрос, предпочитают ли наши горожане отдыхать в России, потом мы вернемся к беседе. Я думаю, можно попробовать пока отдохнуть в России, а если откроют границу, то можно и за границей, конечно. Отдыхать в России. Ну, не знаю, как-то здесь даже спокойнее бывает у себя дома. И рядом близкие люди. И то, что русскоговорящие, это мне более приятно бывает. Отдых за границей мне больше нравится, чем у нас. Отдыхать в России, конечно. Почему? Ну, наш шикарный отдых. Уезжаю вот сейчас, 18-го в Сочи. До 28-го буду отдыхать. Ну, я, скорее всего, не буду дождаться, пока откроют границу, и буду отдыхать в России. Ну, пока граница закрыта, я бы отдохнула в России, а потом бы с удовольствием за границей. Но все-таки вот как-то люди настроены отдохнуть здесь, в России. Значит, что-то мы можем предложить, что-то интересное. А когда туристы приезжают, в первую очередь, куда идут, что смотрят в городе? У нас есть маршруты по городу. Это вечерний Владикавказ, культурный Владикавказ. Объектами посещения становятся филармония, Национальный музей, планетарий. С недавних пор мы его тоже включили в маршруты. Ну и, естественно, памятники тоже пользуются популярностью. То есть несколько видов маршрутов, то есть каждый из них, они во многом схожи, но каждый из них индивидуален, так скажем. Спасибо. Когда и самостоятельно тоже приезжают, чаще всего, вот насколько мне известно, они идут гулять по проспекту. Это, конечно, и архитектура старого города, да, можно с ней познакомиться. Вообще возможность прочувствовать эту атмосферу Владикавказа. Вот сегодня строительство, как идет реконструкция проспекта, когда она закончится? На сегодняшний день на проспекте Мира продолжаются работы по ремонту покрытия, которые начались еще в прошлом году, в начале прошлого года. В начале прошлого года был осуществлен этап от площади Свободы до улицы Горького. А в этом году, в январе месяце, начался новый этап от улицы Горького до улицы Джанаева. И как бы уже проспект будет завершен к концу этого года полностью от Кирова до площади Свободы. На сегодняшний день четная сторона проспекта находится в работе. Как бы уже выходим на чистые работы, то есть в скором времени начнутся работы по бетонированию железобетонной плиты, и уже полегче будет тем и гостям, и тем жителям, которые на проспекте живут, можно будет уже свободно передвигаться по четной стороне проспекта. А вообще весь комплекс работ завершится уже в концу ноября, и пойдет уже и трамвай уже в начале, наверное, следующего года, и все это, жизнь, как говорится, восстановится на проспекте в полном объеме. В конце ноября это поздно, мне кажется. Вот мы планируем и фестиваль пирогов, прям так масштабно, активно к этому готовимся. А реконструкция, получается, проспекта завершится только осенью. Да, осенью, потому что очень большой объем работ надо провести.
От одного только бетона нужно уложить больше 2000 кубометров, а гранитной плитки вообще нам нужно уложить около 16 тысяч квадратных метров. Так что объем работ очень большой. Строители, не жалея себя, работают, но дело в том, что как бы на сегодняшний день оттуда люди тоже там живут. И все это создает неудобства. И строителям, и людям там много всяких нюансов возникает. И просто так разогнаться и сделать Усилить его нельзя эту работу, за да. один месяц все работы, это невозможно. Потому что этапы строительства, этапы ремонтных работ надо выполнять четко, чтобы было качество, и мы получили достойный результат в концу наших работ. Еще такой нюанс возникает, что по ходу работ выявляется... Вообще проспект, это все знают, что это памятник истории, и мы как бы должны его беречь. И по ходу работ выявляются такие моменты, что вот, допустим, недавно мы откопали входы в здание на проспекте, которые были еще как бы до революции. То есть со стороны проспекта были в подвальные помещения, входы в здание, которые после этого были замурованы и закатаны асфальтом. Также выкопали световые окна, то есть подвальные помещения этих зданий на проспекте освещались дневным светом, направленными лучами, специально устроенные, и как бы необходимости в электрическом освещении тогда не было. Все эти моменты тоже... Тоже приостанавливают работу, да? Да, вот? конечно, они тормозят все это работы, и все это необходимо восстанавливать, и как бы они тоже станут объектом и туризма тоже, потому что это интересно. Восстановить и показать то, что было больше 100 лет назад на проспекте. Вот такие как бы моменты есть. Но вот сегодня говорят, что уже те места, где там и плитка, да, положена, уже ее и побили, плитку. То есть вот такие тоже ситуации появляются. Не, ну побили, не побили, там таких моментов нету. Нет? Те этапы, которые были, тот этап, который проведен в прошлом году, там все четко, никаких побитых плиток там нету. Есть какие-то моменты на той стороне от Кирова до Джанаева, который был еще ранее отремонтирован. Там есть какие-то моменты, но они будут устранены по ходу работ в этом году. Спасибо. Вот я не могу не затронуть этот вопрос, но мне кажется, он до сих пор остается актуальный. Вот приехал турист к нам в Осетию, ну и решил прогуляться по городу. Общественные санузлы. Их нет в городе, потому что недавно я разговаривала с приятельницей, она мне жаловалась на эту тему, она сказала, что она с ребенком вышла погулять, и вот такая ситуация, она не знала, куда его отвезти. Пришлось в кафе зайти, заказать, естественно, там пиццу, я не знаю, чай заказать, для того, чтобы ребенка завести в туалет. Не работает, и в парке даже не работают они. Туалеты, да, дело в том, что в этом году администрация приняла решение построить 5 общественных туалетов в городе. На сегодняшний день уже производится отвод земельных участков, и они будут, до конца года будет намечено построить 5 туалетов. Это такие места, как площадь Фонтанов, где на сегодняшний день проводятся ремонтные работы. Это мемориал, набережная реки Терек, на Дендрарии есть план сделать туалет тоже. Вот в таких местах принято решение построить общественные туалеты. Решение принято, когда это будет исполнено? До конца года. До конца года. Спасибо, Светлана Олеговна. Что в горах? На самом деле... Проблема санузлов, она, с одной стороны, вызывает улыбку, да, ну, а с другой стороны, реальность наша.
Это очень сложный вопрос. И это легко говорить, вот, постройте санузел. Я пока сама с этим не столкнулась, я тоже так думала. На самом деле там, тем более в горах, там проблема с земельным участком, с земельными участками, проблема с коммуникациями, воду нужно провести, электричество провести. Это все не так легко делается. Мы еще в 2020 году, Комитет по туризму, закупили модульные санузлы, 5. Путем долгих переговоров, мучений, я не побоюсь этого слова, вот до конца месяца 2 уже установим. То есть 1 в Равском районе и 1 в Алагирском. Ну и так далее. Но на самом деле есть сложности, и не потому, что мы их не ставим, а потому, что есть сложности. Мы, вот, можно сказать, каждый день, у нас вопрос санузлов на повестке дня каждый день. И на каждой передаче, между прочим. А вот как вам кажется, если, ну, вот такая ситуация, как в прошлом году, да, пандемия, все, народ просто повалил и в Осетию, и в другие российские города. Как вам кажется, готовы ли сегодня вот российские города, российские курорты принимать такое большое количество людей? Или все-таки мы пока не готовы? Вы имеете в виду российские города или Осетия? И Северную Осетию, да, в частности мы. Ну, опять-таки, если взять за основу опыт 2020 года, когда у нас был огромный поток туристов. Мы справились? Что с сервисом? Были сложности, и сервис у нас хромает, и мы все об этом прекрасно знаем, работаем над этим, но, опять-таки, есть сложности тоже. Но тут нужно сказать еще большое спасибо предпринимателям, которые поняли эту волну, то, что вот туризм развивается, и у нас вот за прошлый год 2 гостиницы открылись, много гостевых домов. То есть предприниматели, уже понимая, что приоритет идет в сферу туризма, они уже быстро так сориентировались и начинают вкладывать деньги именно вот в эту сферу. То есть появилось еще также много таких мероприятий, так скажем, где турист может отдохнуть, оставить деньги и получить от этого удовольствие. Это и парапланы, и воздушный шар, и квадроциклы. В общем, много что у нас появилось нового и интересного. А как сегодня повысить уровень обслуживания? Сегодня, мне кажется, ой, я не знаю, либо осетины не любят, вообще мы трудолюбивый народ. Но вот уровень обслуживания, он все-таки на очень таком вот низком уровне. Мы в этом вопросе тоже работаем активно. Как его поднять? У нас внутри комитета есть еще такая линия, что ли. Мы занимаемся вот еще и подготовкой кадров. То есть мы активно сотрудничаем с вузами, с торгово-экономическим техникумом. И те студенты, которые проходят практику, мы сами находим предпринимателей, которые готовы взять их к себе, обучить. И если обе стороны все устраивает, в дальнейшем трудоустроить этого молодого человека. У нас такие прецеденты уже есть. Несколько ребят прошли практику, не буду говорить название мест, их взяли на работу, пригласили. Спасибо. То есть в этом направлении мы тоже работаем. Спасибо, Владимир Казбекович. Я хочу затронуть вопрос еще парковочных мест. Они, наверное, должны как-то выделяться в городе, чтобы улицы, которые прилегают к проспекту, они были более там свободны. Это, наверное, улица Ленина, Горького. Вот можно как-то это разгрузить, эти улицы? Возможно, какие-то подземные стоянки должны появиться. Вот что нужно для того, чтобы вопрос этот решить? Ну, в общем, мы как бы непосредственно мы не занимаемся этими. Ваше мнение? Мнение такое, что этот вопрос, конечно, острый. Особенно в центре города. Там вы все видят, что все улицы забиты, и машины стоят в ряд, и даже пешеходам трудно проходить между ними. Несколько лет уже как бы пытается администрация решить этот вопрос. Вопрос можно решить, наверное, только парковкой многоуровневой, которую необходимо установить где-то в приемлемом месте, чтобы можно было парковаться именно там. Улицы. Да, разгрузить улицы, потому что
просто так стоянку одноуровневую так, на земле, это Не решит в проблему. центре уже его нет, негде найти такую площадку, чтобы единственное вот незанятое место, где снесенный Октябрь, вот там он решил какой-то вопрос, но другого места уже нету в городе, в центре города, чтобы устроить площадку для парковки. То есть вот бывшее место, где стоял кинотеатр «Октябрь», сегодня это все-таки место для машин. Ну, временно это пока парковка, да. Его именно устроили как временную парковку, там ее временно застелили бетонной плиткой, которую сняли с площади Свободы, и там временно его установили, чтобы можно было парковаться. Пока как бы вопрос того киноконцертного зала, который намечено было, этот вопрос не В решен. воздухе еще этот Да. вопрос. Мгм. Как вам кажется, вот на какой город должен быть похож Владикавказ? Вот лично вас какие столицы вдохновляют? Ну, чтобы был похож на какую-то столицу, город Владикавказ должен быть столицей. А так он должен быть похож, наверное, на себя. И я считаю, что Владикавказ, он имеет оригинальное свое лицо. И само расположение его у подножия гор создает неповторимую картину города. И развивать его, и украшать, также беречь то, что есть. Вот главное, что нам нужно сделать. Создавать удобные и улицы, и дома для жителей. Вот главная задача и всех граждан города. Я думаю, что так. Спасибо. Спасибо, Светлана. Тот же вопрос. Вы знаете, так как мы живем в Владикавказе, у нас глаз замылился. Потому что если вы послушаете туристов, они называют наш город зеленым. Зеленый город. Особенно весной, летом он становится прекрасен. Когда цветут деревья, когда вокруг зелень. И на самом деле хочется и администрации города сказать за это большое спасибо, потому что следят за этим вопросом. То есть у нас вот, где набережная, там всегда вот очень красиво, ухоженно. Поэтому я за то, чтобы наш город был индивидуальный. Но вам вот удается общаться с туристами? Получается, да, вот какие минусы? Плюсы понятно, да. А вот какие минусы они отмечают? Часто общаемся, пишут отзывы и на страницу в Инстаграме, и на почту электронную. Часто благодарят, иногда, конечно, и замечания нам делают, и мы, естественно, реагируете. Конечно, реагируем, мы обязаны это делать. Это наше желание и наша работа одновременно. Ну, чаще всего, естественно, жалуются на сервис. То есть, опять-таки... Все-таки он. Да, да. Инфраструктура. Ну, вторым идет инфраструктура. Спасибо большое, спасибо, что сегодня Но пришли. впечатление от гор и от пирогов все перекрывает. Тем не менее, надо работать над сервисом тоже. Спасибо, что пришли сегодня. Для этого мы и работаем. Да, спасибо вам большое за вашу работу. Спасибо. Спасибо. Вернемся после короткой рекламы. Продолжаем эфир. В Доме кино на днях прошла премьера документального фильма «Время» Бориса Галаева. Благодаря режиссеру киноленты Рафаэлю Гаспарянцу и продюсеру Тимине Туаевой имя основоположника астинского музыкального искусства вновь зазвучит так же искренне и проникновенно, как и его искусство. В нашей студии авторы фильма. Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам в фильму. Рафаэль Сетракович, вот что легло в основу картины? Ну, сначала было слово, наверное. Ну, это уже как бы вопрос, наверное, к Тимине Давидовне, потому что была сделана заявка в Госкино. Да. Обычная процедура, там ее утверждают, и потом как бы уже вступил в эту как бы воду. Вот. Сделали сценарий,
договорились, как и что будем делать. Вот. Биография у Галаева чрезвычайно насыщенная, нестандартная. Вот. И это потом сказалось на том, что такой объем. А в чем вот эта нестандартность для вас? У него, понимаете, он, так сказать, родился в Моздовском районе, в 5 лет остался без родителей. Потом учился в военных училищах, в Тбилиси оркестры организовывал. То есть это я сейчас так в разброс вам называю. Вот. Потом оказался на юге. До этого был в Петербурге. В Петербурге, значит, дядя его настаивал на том, чтобы он был, значит, не должен быть музыкантом. Вот. В Петербурге он встречался с многими известными людьми, фамилии не буду перечислять, все это в картине. Вот. И в конечном итоге он попал в Южную Осетию. И в Южной Осетии, в общем-то, он в полной мере реализовал свой, то есть начиная оттуда, значит, как мы его сейчас считаем, основоположником, значит, музыки осетинской. Вот. Но он был и созидатель, он хоры, оркестры, создал ансамбль, значит, песни и танцы Южной Осетии. Этот ансамбль гремел, ездил по стране, были в Санкт-Петербурге, встречались с Кировым. В общем, так сказать, на его как бы жизненном пути были такие ситуации, были такие люди, о которых не мог бы мечтать человек, который родился так далеко от центра. Ну, это вот в таких общих чертах. Вот отчасти из-за этого еще хотелось все эти нюансы, да, как-то сохранить, потому что если вытянешь, уже нет логики так сказать, в рассказе, что ли. Вот поэтому достаточно дробная картина. Естественно, материала не так много, как хотелось бы. Вот. Да, вот, кстати, по материалу, где находили архивные вот эти съемки и где проходили вообще съемки? Ну, значит, отчасти был материал какой-то, значит, здесь у нас. Частично, значит, в доме и Пушкина, фонд, по-моему, в есть, да? Санкт-Петербурге. Фонд существует. Мы скажем об этом. Да, это. Ну, Демин, ты подхватывай, потому что мне неудобно как-то. В Санкт-Петербурге, значит, Пушкинский дом. Это вот просто отдельная такая история в его жизни, собственно. Это уже содержание рассказываю, получается. Но именно там, значит, хранились и хранятся фоновалики, такие восковые валики, которые воспроизводились на фонографе. Да, граммофон, значит, Эдисона. Все это в картине показано. И, то есть я даже в наше время, вот такая вот как бы такое количество коллизий, жизненных ситуаций, значит, еще за ним шлейф был то, что он был как бы в царской армии, значит, ему это было препятствием, но он смог преодолеть эти все вещи благодаря своей искренней, такой настойчивой жизненной позиции, большой патриот национального искусства. Вот. И когда человек уверен в себе, ему все удается. Вот Галаев был человеком, которому это удалось сделать. Многим другим не повезло. А вот у него это получилось. Вот именно, наверное, У нас даже было название такое первое, потом мы его поменяли. Картина называлась «Подвижник» из Цхинвали, потому что в полной мере его можно назвать и первооткрывателем, и подвижником, и в какой-то мере и фанатом, и патриотом, как говорит Рафаэль Ситракович, патриотом именно музыкальной культуры Осетии, музыки Осетии. И он же собирал все, он собирал музыкальные инструменты, он записывал на вот этих валиках вот песни народные, там колоссальное количество. Экспедиции были, ездили по горам, несколько экспедиций, есть фотографии, там показаны вот эти
раструб такой, вот они ставят перед... И там такие, знаешь, горские, сельские люди, небритые, вот, и они поют там... Народные песни все записывали, причем эта экспедиция и аппаратура дорогая, уникальная, ему давалась в Питере, в Петербурге. Оттуда, да, музыковеды, ученые, которые потом у нас тоже вот приняли участие в какой-то мере, они рассказывают о том, что в фильме, конечно, они рассказывают вообще, как это все происходило. Там называют фамилии очень известных специалистов в этой области, и как это все, и как они его отправляли в эти экспедиции, и как он занимался подвижничеством в полной мере. Я вот единственное, вот хотела уже немножко вернуться, знаете, обязательно надо сказать здесь, вот, когда мы говорим о картине, о фонде Галаева, который возглавляют два подвижника тоже, потому что они тут как бы в унисон друг с другом, Галаев и они. Это Лиана Гаглойти и Андрей Габараев. Они вот... Понимаете, если бы не они, ну, мне так кажется, да, то мы бы в такой полной мере не знали бы и не узнали бы о Галаеве. Это с их подачи, с их как бы рассказа, что ли, я подала заявку. Фильм, значит, нам, слава богу, утвердили, и вот возможность была нам снять его. Это очень большое дело, потому что у нас целый цикл есть, а фильм о выдающихся людях Осетии, вы прекрасно знаете, и о Газданове мы снимали, о Гасиеве, Викторе Афанасьевиче, это создатель фотонаборной машины. Мы сняли «Две сестры поэта» дружбе Бродского с двумя сестрами Абаевыми, Зарочкой и Лялей. Замечательная картина получилась. Значит, вот сейчас Галаев. В планах у нас тоже продолжить фильмы снимать о наших выдающихся художниках, там, музыкантах. И мы должны вот эту просветительскую, то есть работу вести. Это раз. Это одно. Второе. Конечно, вот то, что вы задали вопрос Рафаэлю Сетраковичу, что какие особенности. Сложности большие, потому что кино – это не очерк, это не рассказ, это изображение в первую очередь. И вот это изображение нам надо было найти. И набрать материалы, еще плюс найти те архивные материалы, чтобы немножко его как бы показать самого Бориса Александровича. И нам помогла в этом помогла его родственница и в Грузии. Она пересмотрела хронику очень на Грузиафильм и прислала нам какие-то материалы, где вот он и выступает на съезде Союза композиторов, значит, потом он как-то репетирует или работает с одной из своих учениц. То есть он у нас есть живой, его голос, его изображение, это раз. Потом мы старались собрать вообще не только его, но и о нем. То есть о нем, вот Рафаэль Сетракис сказал, что мы были в Пушкинском доме, мы встречались с известными учеными, музыковедами и в Петербурге, и в Москве. Потом мы ездили в станицу Черноярская, где он родился. То есть мы не оставили как бы ни одного уголка, да, который бы не говорил или не рассказывал о его судьбе. Это раз. А еще такой момент, что мы старались снять всех тех людей, которые имеют отношение к нему. И те, кто занимается этой фонотекой, сохраняет ее. Даже тех мы сняли аспиранток, девочек, которые занимаются его творчеством. Сняли вот, ну, всех абсолютно постарались, так сказать, не обойти. В общем, у нас в картине 27 27, да. Такой большой фильм получился, там около часа. Больше часа. Больше часа, да. Ну, я предлагаю сейчас фрагмент посмотреть, потом вновь вернуться к беседе. Борис Галати родился в семье домашнего учителя Александра Асламбековича Галати и Лидии Захаровны. Его отец хорошо играл на инструменте фандыри. С раннего детства начал проявлять интерес к музыке. Большое влияние на будущее музыканта оказала бабушка Госанова. С 9 лет, оставшись сиротой, Борис Галати попадает на воспитание к своему дяде, полковнику Бекиру Галати.
Брат отца, который жил в Петербурге, меня взял к себе. И в течение нескольких месяцев меня подготовили, и я поступил в первое Петербургское реальное училище. Пансионат там был. В этом пансионате я вырос и кончил реальное училище. Там был духовой оркестр, был струнный оркестр, был симфонический оркестр, был большой хор и большая сцена драматического театра. Я принимал везде активное участие. И за это участие я пользовался бесплатным билетом во все театры города Петербурга. Я посещал пьесы Александрийского театра, оперы и балеты Мариинского театра, Малого театра и залы консерватории. Меня приглашали для усиления многих оркестров и хоров петербургских учебных заведений, а также я принимал участие по приглашению в симфоническом оркестре Петербургского императорского университета. Галаев формировался в Петербурге. И, видимо, там он вдохнул вот этот вот воздух Серебряного века. Вот эта идея Серебряного века, как это ни удивительно, она была очень чутко воспринята Галаевым, видимо, потому что он вообще был поклонник Петербурга, обожал Петербург, и даже один из его коллег и друзей, Андрей Баланчевадзе, брат знаменитого Баланчина, он, кстати, тоже деятель Серебряного века. Он говорил: ну мы же с вами старые закоренелые петербуржцы. Вот несмотря на то, что Галаев там, в общем-то, не так долго прожил, до 1909 года. Но вспомним, что это годы были формирования, вот взросления, когда человек действительно становится человеком. Галаев учился в реальном училище, но он уже там понял, что вот музыка должна стать его жизнью. Он учился у Бранта, он занимался на разных музыкальных инструментах. И вот он вспоминал, как он слушал Шаляпина, Фигнера, актеров Александринского театра. И вот это все, конечно, сформировало его убежденность в том, что искусство преобразовывает жизнь и преобразовывает человека. Вот мы сейчас слышали голос, да, Галаева? Да. А вот... Пусть зритель нас простит за некачественные фотографии. Вот это то, о чем мы говорили. Это уникальные совершенно кадры, которые мы где-то находили, понимаете? И слава богу, они есть. И еще вот хочется, вот мы упустили еще один такой момент. Он был собиратель музыкальных инструментов. В Цхинвале вот Лиана и Андрей, они открыли музей Галаева. И они, где вот они собирают весь этот материал. Это фонд богатейший, он все время дополняется и дополняется новыми материалами. Они издают книги, они издают, значит, брошюры, издают ноты. И большая очень исследовательская работа ведется, да. Как бы вот дело Галаева они продолжают, потому что Галаев, он был и музыковед, он был композитор, он был великолепный педагог, он был собиратель и народного творчества музыкального, и музыкальных инструментов. Он создал оркестр первый в Цхинвале, он создал первый ансамбль осетинского танца «Симт». Он был, значит, в оперу, Рафик опера же там у него была, да, которую, и в Грузии она была поставлена, в Тбилиси, да, потом. Но вот вы говорите о том, что он был педагогом, а мы знаем его учеников, это Эдудар Хаханов, Илья Габараев, Феликс Алборов. Но мне кажется, вот о самом Борисе Галаеве мы вспоминаем редко и знаем очень мало. Так это имя, вот сейчас почему, мы открыли его, вот сейчас. В чем причина? Да, и почему, и очень важно, чтобы этот фильм посмотрели. Вот обязательно. как вам кажется, вот причина во временной какой-то пропасти или это плеяда его учеников, они превзошли учителя? То есть, эти имена звучат, Галаев как-то все-таки в тени. Ну, был в тени. Был, да. Это шлейф идет, я говорю, что сейчас-то все свободно, тогда он мог быть врагом народа.
Понимаете, как он в царской армии служил, значит, в училище там. То есть соответствующие службы, значит, контролировали все это. Ну, насколько я могу судить об этом, просто отголоски. Вот, кто-то, наверное, знает более конкретно. Вот. Но ему приходилось, вот, так сказать, это иметь в виду. Вот. Несмотря на это, он своим таким, как бы, беззаветным, что ли, служением музыке, культуре родного народа, извините за высокий стиль, но он тут уместен. Вот, благодаря его усилиям, вот, разнонаправленным, вот то, что мы называем музыкальной культурой, то, что мы называем, так сказать, достоянием, да, народа, ему удалось запечатлеть в том виде, как это было вот на момент его, значит, жизни. Вот. А потом, конечно, это ученики его, правильно вы их вспомнили, значит, каждый из них развивал заложенные основы. Вот. То есть профессиональная музыка – это требования другие немножко, чем, значит, народная музыка, исполнение, там, пение там, и так далее. Вот, поэтому его роль, как бы, что ли, в создании вот этого феномена, значит, национального такого музыкального крупного явления, вот она, как бы, я думаю, что будет еще долго исследоваться, еще долго будут скрываться дополнительные детали, да, его деятельности. Потому что, повторюсь, он был во многих местах, такая небольшая сравнительная жизнь, но он успел очень много сделать, очень. И можно уже сейчас об этом говорить, и я, наверное, все-таки возьму на себя смелость, скажу, почему и он, и Туганов оказались в Южной Осетии. Таким образом, их как бы спасли во времена репрессий. Они тогда, да, вот, правительство Южной Осетии, народ как-то, вот они ушли в тень и уже занимались своими делами и все такое, и как бы вот были, так сказать, спасены, да. Спасибо. Спасибо. Ну вот, когда снимался фильм, когда вы работали над этим фильмом, ну, наверняка такой какой-то психологический портрет, образ у каждого из вас вот возник. Какой Галати для вас? Тимир? Рафик, ты первый, да? Ну, он, понимаете, вот даже чисто, так сказать, антропологически, да, выглядит как бы человеком из другого времени. Вот он выделялся и в Питере, и на родине. Ну вот по фотографиям это можно, так сказать, определить. Выправка, ну, такое как бы конфигурация головы, если можно так выразиться. Вот. И вот этот вот аристократизм, я не знаю откуда он, так сказать, и каким образом, тут уже можно гадать, он в нем внутри, он для него был органичен. Уверен, что он не кричал. Вот он спокойный такой рассказ, да, он не интонирует ничем. Он вот такой глубокой убежденностью и знанием производил впечатление на окружающих. Я вот к такому выводу пришел. Он не зря дружил с Василием Ивановичем Абаевым, там есть кадры эти все. В общем-то, интеллигенция, как таковая, да, она друг с другом поддерживала, лучшие представители отношения. И вот благодаря их вот этой мудрости, благодаря их таланту, любви к родине своей, любви к искусству, удалось это все сохранить. Потому что много людей безвестно исчезли, хотя могли бы принести гораздо больше пользы, так скажем. А я так думаю, что осетинская культура, история настолько богата, что позволяет говорить о представителях нашей культуры, как о людях Возрождения. Я не говорю, что
принадлежность, там, итальянская история или что. Это уже такое брендовое, да, определение, как бы вот современным языком выражаясь. Вот для меня Галаев – это человек Возрождения, так же, как и Гасиев. Вот, Виктор Афанасьевич. Так же, как и, наверное, ну, не знаю, Газданов в меньшей степени, но вот Гасиев, мне кажется, тоже незаслуженно забытый. И вот, слава богу, мы что сделали о нем картину. Но вот Галаев – это точно, потому что и по масштабу его дарования, по объему того, что он сделал, да, вот, мне кажется, он вполне заслуживает. Ну, во всяком случае, я так к нему отношусь. Один из элементов, еще мы забыли об этом сказать, он же автор музыки к фильму «Фатима». «Фатима», да. Да. Вот, и у него как бы, ну, хоть в титрах там 2 фамилии стоят, но я думаю, что это все как бы для, что ли, а почему 2 фамилии? Поощрения, что ли, помощи. Потому что там есть своя специфика написания музыки к кинофильмам, организационного плана, там, оркестровки там, и так далее. Вот. Ну, в целом... это как бы это шедевр в некотором смысле, потому что эта музыка, она исполняется сейчас широко, преподается в учебных заведениях. Ну, вот это еще одно подтверждение того, что он был такой Леонардо да Винчи, что ли, осетинского народа, хотя это, в общем-то, определение по другому поводу тоже говорили. Спасибо. Вот, ну, да. А вот. где можно посмотреть этот фильм? Пожалуйста, покажите его по своему телевидению. Вы все время показываете наши фильмы. Да, вот в Доме кино еще будет показ? Да, в Доме кино был уже просто. Уже был, да, но больше не планируется. Собрались люди, кстати, вот тогда так все это достаточно торжественно все было, там эти плакаты повесили. Да, все это. Выставка была. Выставка, да, дети были там. Из лицея разные. исполняли музыку остинскую, да. Фуршет был. Выпили за... память было о красиво. нем, да, все как положено было. Спасибо. Вот вы сказали, что это цикл программ выдающихся деятелей нашей Осетии, искусств, культуры. А что дальше? Есть уже в планах? В планах есть. В этом году нам не утвердили фильм о Туганове, хотя картины нету о Туганове. Вот. Но будем подавать. Вот в июле опять будет конкурс, и мы будем подавать опять. Спасибо. Да. И, Господи, тут просто снимай, как говорится. Спасибо, удачи вам. Спасибо, что сегодня пришли в студию. Следим за вашими успехами и всегда рады вас видеть здесь. Спасибо вам большое. Вам. Спасибо, это все на пригласили. сегодня. Пусть неделя будет для каждого плодотворной и удачной. До встречи.